необходимо взять ответственность. Трудности с принятием себя. Я не имею цели, то сами построили собственную клетку. Мы можем повторять ошибки, возможно, наших родителей. Про аутентичность. Учиться брать ответственность и взрослеть. Забота о себе — это приоритет. Мы готовы свернуть горы. Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Мируэрт. Я психолог, работаю в основном со взрослыми, провожу консультации индивидуально, также работаю с семейными парами и веду терапевтические группы уже больше 2 лет. Также веду тренинги для сотрудников и надеюсь, в скором времени я созрею для живых встреч. Каждый из нас в определенный момент жизни приходит к тому, что ищет ответы. Я верю в то, что каждый из нас способен меняться, и для этого нам необходимо взять ответственность. Наверняка вы уже устали от слова «ответственность», и тем не менее какая-то здоровая часть нас самих, себя ищет ответы. И я надеюсь, что сегодня смогу немного рассказать про жизненные позиции, которые мы выбираем. Каждый из нас рождается как нечто новое, чистое, чего никогда прежде не существовало. И каждый из нас рождается способностью быть победителем в этой жизни. Да? Рождаясь чистыми, мы открыты миру, и бывают моменты, когда взрослеем, мы получаем разный опыт. Разный опыт — это как убеждения, ограничения, травмы, возможно. И сегодня мне хочется поговорить про роль неудачника. А про победителя я расскажу уже в следующем видео. Я вас попрошу не реагировать категорично на слово «неудачник», так как это формулировка про то, как мы неудачно реагируем полноценно на все, что окружает нас. Другими словами, полноценность я имею в виду про аутентичность. И цель сегодняшнего видео немного приблизиться к негативной части, теневая сторона, которую мы не принимаем в себе, а также помочь упростить понятие неудачника. Как люди приближаются к роли неудачника или становятся неудачниками? Неудовлетворенные потребности, жестокость, несчастливые отношения, разочарование, травмирующие события, неадекватный физический уход, плохое питание — все это может порождать переживания, которые вносят вклад в становление человека как неудачника. Одни неудачники могут описать людей как успешных, но склонных к тревожности, успешных, но оказавшихся в тупике, успешных, но несчастливых. Также можно слышать, например, «я не имею цели», «я живу бесцельно», «я наполовину мертвый», или «он или она умирают от скуки», или полностью обессилены. Неудачники обычно не признают, что сами построили собственную клетку. Неудачник редко живет в настоящем, фокусируясь на прошлых воспоминаниях и ожиданиях. Очень часто можно слышать, как люди могут убиваться воспоминаниями о старых добрых временах или, наоборот, прежних личных неудачных. Можно ностальгировать и цепляться за то, что было раньше, и это как роль жертвы в треугольнике, да, когда жертва предается жалости к себе и перекладывает ответственность за непутевую жизнь на других. Если говорить про прошлое, жертва-неудачник может говорить: если бы я только женился на ком-нибудь другом, если бы я только окончила институт, если бы только у меня была бы другая работа, если бы у меня была, не знаю, красивая жизнь, если бы я родился в красивой семье, если бы у меня были родители адекватные, если бы у меня не было травм и так далее, то я был бы счастливым человеком. Это про то, как мы обычно, люди, можем цепляться за прошлое, за иллюзию. Если говорить про то, как жертва, неудачник может жить только в будущем, то диалог может звучать следующим образом. Когда я окончу учебу, или когда вырастут дети, или когда откроется новая вакансия, когда придет мой корабль, когда помрет мой начальник, тогда я заживу по-настоящему. Хорошо. То есть все эти фразы про магическое мышление,
как если бы жизнь была бы замечательной, если бы, и продолжение вы уже знаете. Есть еще такой момент, когда мы можем утрировать и пугать себя, тревожиться и опасаться какими-то катастрофами. Например, если на меня что-нибудь упадет, если он сломает ногу, если я им не понравлюсь, если я совершу ошибки, все про то, как люди испытывают сильную тревожность и не находятся в настоящем времени. Как выход из ситуации я предлагаю учиться мыслить критически и спрашивать себя, есть ли предпосылки на то, чтобы произошло это, или это моя фантазия. Я думаю, что роль неудачника жертвы имеют способности анализировать и мыслить критически, не искажая реальность. То есть мы тратим огромную часть нашей жизни на притворство, на манипуляции. И неудачники утрачивают способность спонтанно и адекватно выражать весь спектр возможного поведения. Они могут не осознавать, что, возможно, есть и другие варианты, и более продуктивные, которые могут приносить удовлетворенность собой и своей жизнью. Конечно, если все это не разделять, и в какой-то мере мы можем повторять ошибки, возможно, наших родителей, с которыми мы выросли. И в роли неудачника есть трудности с принятием себя, с привязанностью, и такие люди не вступают в близкие, честные, прямые отношения с другими. Вместо этого в такой роли предпочтительно выбирать манипуляции с другими людьми, чтобы оправдать его ожидания. Мы часто видим в социуме, когда интеллект используется в качестве рационализации и интеллектуализации. Что я имею в виду? Роль такого человека изобретает рациональные доводы, которые выглядят очень разумно. Мне сразу вспоминается сказка про спящую красавицу, которая как раз-таки жила будущим. То есть она ждет, когда придет принц и поцелует ее, и она проснется, и снимется это проклятие. То есть этот сценарий называется «пока не». То есть пока не придет принц, я не встану. Если говорить про роль победителя, то она выглядела бы про то, что я встану без принца, не дожидаясь и не находясь в фантазии, что не обязательно кто-то должен прийти и разбудить этого человека. Основатель гештальт-терапии Фредерик Перлс считал, что многим личностям недостает цельности, что они фрагментированы. То есть это означает про то, как люди часто осознают только какую-то часть себя, но не целостное «я». Например, женщина может не знать или не желать признавать, что иногда она поступает как ее мать. Либо мужчина может не признавать, что иногда ему хочется плакать. То есть все это про то, как не позволять себе соединиться с другими частями себя. То есть отвержение, да? Он также называл таких людей невротиками, которые используют свой потенциал, чтобы манипулировать другими, вместо того, чтобы расти самому. Такой человек захватывает власть, становится ею одержим. Такой человек поступает так, потому что не может вынести стрессов и фрустраций, связанных с взрослением. Если честно, когда мы по-настоящему чего-то хотим, мы готовы свернуть горы. Это касается и женщин, и мужчин. Если женщина решилась на большую покупку, и она ее очень сильно хочет, то она найдет все способы для того, чтобы реализовать это желание. Мне сразу вспоминается одна история, когда я училась в университете, у нас был преподаватель по истории Казахстана. Сейчас не вспомню его имя, он был очень крутым преподавателем. И как раз он очень сильно возмущался про то, как мы не помним какие-то даты из истории. И вот тогда он говорил: ну вот ты, мужчина, если тебе понравилась девушка, ты же обязательно по-любому найдешь способ познакомиться с ней, запомнишь ее номер, ее имя. Если она ушла, ты догонишь ее, да? Как ты можешь не запомнить эту дату, такую важную из истории? Я к тому, что иногда удобно просто оставаться в той позиции, где до боли знакомо все и понятно,
И что делать с этим состоянием? Как вы поняли, эта роль похожа на роль жертвы. Чтобы выйти из этой роли, важно начинать верить в свои силы и возможности. Другими словами, учиться брать ответственность и взрослеть. Я понимаю, что взрослеть нелегко. Можно жить любой жизнью, которая вас устраивает, и я с этим окей. И если есть возможность, найдите подходящего психолога, который будет вам по душе. Сейчас есть очень много доступных видео, книг, специалистов, поэтому мир открыт для вас, и по возможности пробуйте открываться сами. Я с вами прощаюсь, буду рада вашей поддержке в качестве подписки, лайка, делитесь ссылкой. Находите время для заботы о себе. Забота о себе – это приоритет. И до новых встреч!